Основном разбираются защитники. Но опять же тут подбор, Крат вперед в штрафную. Гарин, нет, не сумел этот мяч обработать. Защитники уже подальше. Да, конечно, рядом с Артемом Гариным ребята выглядят совсем невысокими. Сейчас Гарин нарушает правила. Ну, прощают его пока. Прощают, хотя так катился по Тороткевичу не очень, скажем так. Перехватит здесь, видит защитник, уже понял, куда будет направляться мяч. Правым флангом вновь пытается Якутия идти вперед. Одного получилось обыграть, второй тут же подстраховала мяч в аут. Пара минут с небольшим, быть может, нам осталось еще смотреть футбол в первом тайме. 2-0. Артем Гарин и Дмитрий Корниенко. Ну и пока, так сказать, особо опасных моментов-то мы не видели у ворот Валерия Гайдука. Чубов сильно вперед. Вот Руслан Шамшурин, сейчас Корниенко здесь уже обозначили, по крайней мере, 3 нападающих. И стало пожарче там у ворот якутской команды, но посмотрим, что будет дальше. Последняя минута у нас основного времени первого тайма. Заиров из аута. Путешествие. Каждый из нас вкладывает в это слово свой смысл. Для одних это удовольствие, радость сменить обстановку и насладиться красотой вокруг. Для других это время побыть с любимыми людьми, и неважно, куда именно ехать. Для третьих — приключения и азарт. Отправиться навстречу рассвету или попробовать себя в чем-то новом. Но у всех путешествий есть нечто общее. Они начинаются с нашего решения. Решения отправиться в путь. Находка. Этот город на берегу моря манит путешественников со всей страны. И неважно, откуда мы едем, с другого края земли или из соседнего города, ведь счастье там, где мы сейчас. Ливади, Врангель, Окунёвы, Триозёрье, бухта Восток. Мир, который мы видим, меняет нас. Но и мы меняем мир, когда отправляемся путешествовать. Ведь это наши впечатления делают его таким прекрасным.
что же, мы возвращаемся на стадион Водник. Второй тайм. Ждет нас матча между Океаном и Якутией. 2-0. Находкинцы впереди. Еще раз напомню авторов забитых мячей. Это Артем Гарин и Дмитрий Корниенко. И судейская бригада: Кирилл Гусарев, главный арбитр, Илья Тройников и Илья Тарасевич, соответственно, помогают ему сегодня обслуживать этот матч. Понеслась, как говорится. Поменялись команды, естественно, половинками своими. Океан теперь будет на ваших экранах справа, Якутия слева, ну и Океан в белых футболках, Якутия в синих. Пока без замен. Борьба там, Корниенко пытается и бьет, но опять так немножко нескладно все это. Козырев спокойно мяч в руки забирает. А момент хороший был. Защитники. Нет, не дают разогнаться, прихватить этот мяч. Корниенко там борется с тремя соперниками, но и в подкате здесь растерился Гарин. Гарин там постоянно общается с 22-м номером, с Владиславом Роткевичем. Парочка их ходят по полю, можно сказать. Простите, с Сердцовым угловой. Левым флангом идут вперед ребята из Якутии. Ну и на этом все заканчивается. Вот еще и нарушение. Неплохо. Корниенко. Нет. Угловой. Извините. Угловой с левого фланга атаки Океана. Подача. Ну, тут все просто. Тут все просто для голкипера. Крат. Это останавливает его.
забросить тут на Самсоненко, но не проходит. За пределы поля у нас уходит мяч, и аут в исполнении гостей. Два 18-х уже не первый раз у нас встречаются в единоборстве. В этот раз Гарин не прав был, по мнению арбитров. И Сердцов сейчас будет, я так понимаю, туда в штрафную отгружать мяч. Гайдут на месте. И сильно вперед в направлении Шамшурина. Он там борется вверху с Гузаировым. И в итоге аут гости. Гарина роняют. И желтая карточка. Да, Даниил Мирошниченко наказан желтой карточкой. Ну, 18 номер, я вам уже говорил, что нет с Гарином на парочку. Видимо, чуть больше, чем нужно. Продолжается у нас матч. Якутск пытается левым флангом подобраться туда к штрафной. Рисково тут. Не пройдет эта передача, только если через борьбу. Александров партнеру. Тот дальше на фланг. И назад Гайдук. Кстати говоря, сегодня, да, фамилия Гайдук, как и фамилия Шамшурин, я имею в виду вратарей Океана, не очень часто звучат. Все-таки больше владеют преимуществом находкинцы. И, собственно, от этого и такое состояние дел, скажем. Гости из аута. Через левый фланг все так насыщено и защитными порядками, но тем не менее в подкате. В итоге мяч выбивается за боковую линию. Нарушение там фиксируют арбитры.
Шурин. Но нет, конечно, Кузырев будет быстрее. Пока все точно. Четвером окружили двоечку гостей. Это Андрей Тренин. Попробуй-ка обыграть четверых. Киселева тоже вытеснили. Селов, мяч в итоге у Океана. Бежит Гарин на газоне. Штрафной Океан исполняет. Это все от собственных ворот. Подача вперед. Так, в руки Кузырев. Поддавили здесь, заставили ошибиться. Да, не очень хорошо упал сейчас нападающий. Но вроде все в порядке. Полчаса есть у команды из Якутии. Как-то развернуть точнее игру в свою сторону, но пока больше получается у Океана. Нарушение в борьбе Шурин приложил. Не получилось у Киселева как следует мяч обработать от ворот. Гайдук. У нас борьба в центре поля. Попытка перевода на фланг, но не проходит эта передача. И здесь, соответственно, тоже защитники внимательно очень играют. Гарин назад своим партнером. Опять заброс туда в борьбу. Боритесь, вырывайте, как говорится. Самсоненко вперед. Но Самсоненко тут в борьбе. Киселев аут. Чубов пришел бросить. Штрафную. Скидка. Вынесли мяч. Закончился эпизод, собственно говоря, ничем. Ну, тут нарушение правил.
мяча будет навешивать. Уже понятно. Все там подкинули штрафную площадь, высокорослые игроки Океана. Навес. Отбивает Козырев. В подборе первые ребята из Якутии. Доборолся. Жариков, да, притормозил эту атаку, но сейчас уже вот опять через длинный пас, который не проходит, плюс он высокий. Там тяжеловато, да, ребятам из Якутии бороться. Высокорослая линия полузащиты и защиты. Вот проходит. Опасно могло бы быть. Если бы все это первым, вторым движением, но продолжает Якутия атаковать. Выжимай! Выжимай! Ну и гости. Угловой. Сердцов у мяча. Навес. Выходит мяч за пределы штрафной, но продолжается атака. Еще один навес. И что там? Еще один угловой. Решили разыграть вот так вот. Хаткевич обыгрывает, передача в штрафную, на месте защитники. Шорин. Вот тут вдвоем можно чего-нибудь попытаться сообразить. Шамшурин там, не знаю, насколько осознанно нарушал это правило. Лежит игрок Якутии на газоне. Судья обошелся без желтой карточки в борьбе. Все это происходило. Нормально, ребят, нормально. Так играем до конца. Несмотря на счет, играйте. Беги. Самсонин с Киселевым пытались овладеть мячом, в итоге аут гости. Пробить можно. Сердцов. Yes. Защитники. Головой.
от ворот в итоге. Последние минуты Якутия придавила Океан несколько своим воротам. Там, не сказать, что это прям очень опасные моменты, но тем не менее не дают Океану выйти со своей половины поля. Плохо сейчас получилось все так по левому флангу, и сама атака, и навес штрафную, но Гайдук видел там все под контролем. А вот гости. Что ж, 20 минут командам еще осталось играть в сегодняшнем матче. Ну, пока без голов во втором тайме. По-прежнему 2-0 в пользу находкинцев. Штрафной. Навес. Защитники на месте. Все вы видели сами. В принципе, неплохой эпизод. Поточнее был игрок Океана сейчас. Самсоненко и Киселев уже не первый раз они вступают в единоборство. Аут гости. Еще один аут в исполнении Якутии. Климов за боковой. Не получилось исполнить как следует Александрову. Климов. Через левый фланг. Левый фланг поопаснее. Побольше оттуда остроты исходит. Простите, так рад. Тащит мяч, но пока отдавать особо некому. Не дали тут Корниенко развернуться. Вдвоем разобрались защитники. Безадресная передача. Или неточная.
мяч за лицевую. По голове там досталось такое ощущение Богдану Крату. И Кирилл Гусарев. Ну, обошлось без вмешательства доктора. Все же нужно, да, выйти и посмотреть, что случилось. Якутия будет за боковой вводить мяч в игру. Александров идет вперед, подключает партнера. Да, это пенальти. Это пенальти. Ну, там очевидно, что это было. И шанс сейчас у команды из Якутска сократить отставание в счете. Номер Даниил Мирошниченко против Валерия Гайдука. Ну, еще достаточно времени останется играть, кстати говоря, 15 минут минимум. Забивает Мирошниченко. И счет у нас становится 2-1. Седьмая минута. И счет становится 2-1. С пенальти Даниил Мирошниченко. Даниил Мирошниченко, да, именно так забивает этот мяч. И с учетом того, что потихоньку у Якутска начало получаться, что впереди еще ждут нас, я думаю, ждет веселая весьма концовка этой игры. Гришин Максим по 19 номерам вышел вместо Павла Сердцова, который играл по 23-м. Видимо, Василий Ивочкин предпринимает усилия для того, чтобы поострее команда начала играть. Посмотрим.
Пока все точно получается. Идет вперед Якутия. Климов там пятерочка. Заброс вперед на Самшурина. Двое перед ним защитников. Пытается сместиться к центру. Вот, не достанет, конечно. Ну, слишком сильно. А тут Гарин свело ногу. Мяч останется у команды из Якутии. Ну, не пускает так особо Океан вперед. Все так в центральной зоне, борьба вот это. Оттянулись, да, оттянулись чуть назад игроки Океана. Понятно, что нужно хотя бы сохранить счет. Ну а в быстрой контратаке, быть может, получится и развить свое преимущество. Потому что явно видно, что Якутия нацелилась на то, чтобы сравнять счет, прибавила команда движений. Океана за боковой. Здесь никого из игроков Якутии. Чем-то в передачу в штрафную, а там не игры. Подбадривает своих подопечных Василий Ивочкин. Понятно, что подустали уже ребята. Последняя 10-минутка матча началась у нас. Да, нарушение. Досталось Крату уже второй раз по голове за сегодняшнюю игру.
уверенно забирает мяч в руки. Уверенно и надежно. Замена у нас. Артем Гарин отправляется отдыхать. И Никита Шибалдин под 15 номером получил все-таки, ну, не повреждения, но видели мы, да, что мы оказывают товарищи по команде помощь. Никита Шибалдин, 15 номер, вышел на замену. Прыгает мяч, никак его на землю не положит, вот только сейчас. И вот в штрафную там Гайдик. Борется, сохраняет мяч. Уже можно было отдать кому-то из партнеров. Шамшурин. Выбивают у него из-под ноги мяч, но подбора нет. Ну и тут не очень точно. Шамшурин. Крат. Еще раз туда в центр штрафной. Не дадут так долго стоять и думать. Ну, там нарушение. Боковой к себе подзывает глава. Что там случилось? Желтая карточка вратарю. Интересно, за что? Да, голкипера наказывает желтой карточкой. Предупреждение Козырева. У нас тут очередное столкновение с нарушением правил. И еще одна желтая карточка на этот раз. Вышедший на замену. Ну, не грешный Максим тут следом. Практически получает желтую карточку. И подзывает себе еще раз арбитр кого-то. Красная. Ну, это, видимо, за разговоры. В
10 остается команда из Якутска. И это, конечно, упрощает задачу Океану и усложняет гостям. Кто знает, по-разному все это работает в футболе, да и вообще в командных видах спорта. Киселев. Шурин тут вернулся назад, отработал в обороне. Уже на решающий штурм, такое ощущение у меня. Двинулись игроки Якутии. Замена. Команде замена игрока. Вместо Юзинского Данила. Номер 10. Играет Виченко Виктор. Номер 7. Данил Ерзунов отправляется отдыхать на скамеечку, и вместо него Виктор Диченко по 7 номерам появляется на газоне. Закончилось у нас основное время. 3 минуты еще мы с вами будем наблюдать футбол. Нет, не дают пройти Радкевичу. Но времечко-то есть еще, да. Вспомним с вами последний чемпионат мира, когда там в добавленные, в компенсированное время там столько мячей было забито. Мирошниченко лежит на газоне. Крат о чем-то разговаривает с боковым. И голкипер сюда пришел на этот навес, в эту борьбу. Ну и ничем эпизод у нас заканчивается. Выше ворот удар. И уже никуда не спешит Океан. Это понятно и, в принципе, объяснимо. От ворот хозяева. Ищенко, простите, это Крат. Не проходит туда передача. Ну, есть еще минутка, может быть, чуть-чуть больше. Якутии. И штрафной, и желтая карточка. Очередная у нас игроку Океана. Желтая карточка наказан Корнея Газмичи. Номер 8. Команда Океан. Дмитрий Корниенко получает карточку.
Ну что ж, возможно, последний шанс. Навес. И вылетает мяч выше ворот. И в этот момент главный арбитр дает финальный свисток. Ну что ж, 2 победы сегодня у «Океана и в старшей, и в младшей группе. 3-1 в первом матче, 2-1 во втором. С чем мы охотников поздравляем. И 10 июня уже в очередных матчах охотка встретится здесь, на своем стадионе. А мы, соответственно, с вами встретимся в прямом эфире. Всем хорошего настроения. Любите футбол, приходите на матчи, смотрите их по телевизору, либо в YouTube. С вами был Олег Терехин и наша съемочная бригада. Увидимся в следующих матчах.